нас вот русские выбрали русский язык, у них не будет татарского. Будет язык на выбор конкретно. То есть или вы выбираете родной татарский или русский, то есть это могут сделать все, и русские, и татары. С такими известиями вышли родители с общего собрания в 102-й Казанской гимназии. Здесь объявили о грядущих изменениях в преподавании языков. На встречу нас не пустили, но в нашем распоряжении оказалась аудиозапись выступления директора гимназии. Если вы не собираете татарский, у вас его не будет вообще. Вы сегодня напишите заявление, мы эти заявления обрабатываем. Пока я не получу ваше заявление, я не смогу определить, какое количество детей у меня выбирает татарский. Я не могу определить, сколько учителей у меня останется татарского языка и с кем надо будет прощаться. Родителям предложили заполнить заявление о том, какому языку будут посвящены предметы родной язык и родная литература. Как говорится в тексте заявления, именно эти предметы, согласно федеральным стандартам, являются обязательными, но с учетом мнения родителей. В этой гимназии мнения разделились. Написали русский. У меня ребенок говорит, что она хочет поехать жить там в Питер, в Москву. Пусть немножечко знает татарский. Он русский мальчик. Что вы выбрали? Татарский. Потому что должны знать татарский язык дети, хотя бы разговорный. Языковой вопрос номер 1 за последние 2 недели. Сеть разрывают сообщения, якобы татарского не останется, а учителей уволят. После такого более 400 учителей написали письмо в Госсовет с просьбой сохранить преподавание татарского языка. Мы же дружно жили и будем дружно жить. Но зачем такой ситуации надо создавать? О том, что татарский язык в школах должен остаться обязательным, как государственный, сегодня провозгласили на Республиканском представительном собрании. Здесь встретились чиновники, педагоги и члены Ассамблеи народов Татарстана. В документе также указывается, объемы русского языка нужно довести до федерального уровня, а в 10 и 11 классах сделать изучение татарского языка добровольным. Сегодня в Доме дружбы мы постарались выработать консолидированное мнение и методистов, и ученого мира, представителей русской и татарской общественности. Также депутат Госсовета Разиль Валеев собирается добиться корректировки, а точнее конкретизации федеральных образовательных стандартов. По ним сейчас у школы есть 4 варианта учебных планов, и по 2 обязательное изучение закреплено за родным языком. И здесь, по мнению парламентария, нужно уточнение. Там не прописано, что это государственный язык. Там написано родной язык. Но они как родной язык. Русские должны изучать татарский язык. Должны изучать как государственный язык. Вот в этом-то и недостаток. Как сегодня заявил Фарид Мухаммедшин, в Госсовете вопрос татарского языка также без ответа не оставит. Эту тему хотят обсудить уже завтра на сессии парламента. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.